Долго меня приглашали сюда, мне наконец удалось сюда прийти, и по рассказам передача, я думаю, будет очень веселая. Когда-нибудь рисовали ваш портрет? Рисовали еще, когда я была совсем маленькая, ну, такие детские портреты, но в сознательном возрасте ни разу еще. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично. У вас как? Хорошо. Хорошо доехали? Отлично. Оксана, меня зовут Изада, я из Республиканской художественной гимназии. Скажите, вы с детства мечтали заниматься спортом? Я никогда не мечтала заниматься спортом. Спорт меня просто отдали родители в возрасте 5 лет. И я там осталась. И вот до сих пор занимаюсь плаванием. Здравствуйте, Оксана. Меня зовут Вильдан. Вы ходили с удовольствием на свои тренировки или мама, как всегда, заставляла? Это все происходило постепенно. То есть сначала мне не нравилось в мои детские годы. То есть я хотела гулять с детьми, с ребятами, с другими. Но потом уже, когда пошли какие-то соревнования, первые, вторые, третьи, меня все больше и больше затягивало в спорт. И я вот уже потом, в возрасте, наверное, лет 12, уже, да, мне тренировки нравились, и с удовольствием их посещала. Кем вы хотели стать в детстве? В детстве очень странная у меня была такая мечта. Я хотела стать директором банка. И директором банка я, к сожалению, не стала. Но, может быть, конечно, и к счастью, у меня удалась такая моя спортивная карьера. И став директором банка, я мечтала купить себе белый диван. Это было в возрасте, наверное, 3-4 лет. Мне мама все время рассказывает эту историю. Диван я купила, но директором банка вот не стала. Но зато теперь я спортсмен. Ваше прозвище в школе, если не секрет. Совок меня называют. А почему? А почему? Савченко Оксана как-то сократили, вот Совок меня многие называют, и мои сокращенные имена в соцсетях также и звучат. Как-то я оставила себе эту кличку, скажем так, везде. Вы не обижаетесь? Нет, в этом нет ничего обидного. Можно найти два смысла. Можно совок, как совок, которому подметают, и совок. Сова меня некоторые называли, как вот к сове относить, и Савченко Оксана, это тоже сокращенно, в принципе, ничего в этом обидного нет. Меня зовут Ильдар, я из Республиканской художественной гимназии интерната. Как вы думаете, если бы вы бы имели хорошее зрение, вы бы добились бы таких же результатов? Когда я начинала тренироваться, то есть вот в возрасте 12 лет, я тренировалась с обычными ребятами, то есть с обычными спортсменами. Я до сих пор тренируюсь с обычными спортсменами. Я выступала на обычных соревнованиях, я ездила на зоны, на первенства, на чемпионаты России, на кубки, все, что было. Я также выступала с обычными спортсменами. Но тренер, зная, что вот у меня есть там инвалидность, предложил родителям начинать плавать именно в паралимпийской сборной. И вот после этого мы попробовали, и я уже окончательно осталась в паралимпийской сборной. Не скажу, что я добилась таких же результатов, наверное, нет, но я по обычным спортсменам я мастер спорта, то есть я плыву чуть выше уровня мастера спорта всегда. И если бы я тренировалась как наша там основная сборная, возможно, до международника я, наверное, доплавала бы. А так вот уже с 12-13 лет я в паралимпийском движении, и поэтому уже многие годы, фактически пол своей прожитой жизни я нахожусь там. Как-то подфартило, скажем так, мне. Вот после операции вам запретили заниматься тяжелыми видами спорта. Вы не боялись потерять зрение? Операция моя была совсем в раннем возрасте, я ее не помню, мне было 4 месяца от рождения, и когда мне сделали мою первую операцию, и все мои вот эти сложные операции проходили в детском возрасте, и период восстановления, ну, он, когда швы и так далее все зарастает, он прошел, в принципе, тоже в детском возрасте. По противопоказаниям доктора всегда запрещали мне заниматься тяжелыми видами спорта, поднятием тяжестей, там, тяжелой атлетикой, легкой атлетикой, прыжками. То есть мне это нельзя было. Но плавание никогда не запрещали. Плавание особо на мое зрение сейчас не влияет. И поэтому я выбрала тот вид спорта, который мне не вредит. Оксана, извините, пожалуйста, за не очень корректный вопрос. Как вы видите дорожку? Вообще дорожки... Я расскажу, как мы разделяемся как спортсмены по зрению. У нас существует 3 группы.
есть совсем тотально слепые спортсмены, у нас вот категория B11 это, они тренируются ориентироваться, то есть на тренировках они плавают, чувствуя себя как бы вот в воде. Они стараются плыть всегда вперед, некоторые касаются немножечко дорожки, которые висят вот вдоль бортика, вдоль бассейна, некоторые немножко касаются плечами, но когда они подплывают к бортику, их страхует всегда свой тренер, то есть это такая удочка, скажем так, с теннисным мячиком на конце, и когда спортсмен подплывает на определенные метры до финиша, тренер его стукает по голове немножко, чтобы спортсмен понял. Существуют две другие категории, то есть это слабовидящие уже спортсмены, это B12 и B13. B13 это спортсмены, у которых, ну, в принципе, видят оба глаза, но достаточно серьезные заболевания, при которых, в принципе, эти спортсмены могут ослепнуть. Многие ребята достаточно хорошо ориентируются в таких условиях. Я отношусь к 12-й категории. У меня абсолютно не видит один глаз, второй видит не очень хорошо, но бассейн устроен так, что там достаточно хорошо можно ориентироваться, ну, в пространстве в этом водном. На дне бассейна, на дне каждой дорожки всегда находится примерно в 30-40 сантиметров в ширину полоска, которая показывает тебе, что ты идешь по бассейну, то есть фактически вот по прямой, и за 5 метров до бортика эта полоска резко прерывается. То есть, ну, очень легко ориентироваться. Интересно, а сколько вы проплываете километров в день? За тренировку всегда по-разному на самом деле. Сейчас я плаваю по 3 километра в день. Когда у нас сборы, мы плаваем по 13 километров в день. Но помимо там плавательных тренировок у нас еще есть там беговая разминка, зал, ну много всего. Были ли какие-то курьезные случаи во время соревнований? Последний курьезный случай был в Лондоне. На моем первом заплыве, то есть это был разминочный заплыв утренний, ну совсем первый, то есть вообще вот соревнования только-только начались. У нас немножко поменяли правила соревнований именно для Лондона, для игр. И я пришла на разминочный заплыв, я обычно выхожу, ну, в купальнике, потому что мы плаваем в гидрокостюмах специальных на основных, ну, на финальных заплывах. Здесь я вышла в купальнике, потому что на разминочных нужно просто попасть в финал, не надо там особо выкладываться, ставить какие-то рекорды мира. Пришла в купальнике, и мне заявили, что в купальниках нельзя, должен быть эстетический вид такой спортсмена хороший, вы должны быть, ну, в гидрокостюме лицензированном. Слава богу, что я взяла гидрокостюм на тот момент. Гидрокостюм одевается, ну, 15 минут минимум на спортсмена, потому что это очень-очень плотная ткань. Его натягивают 2-3 человека обычно, ну, помимо спортсмена. Так вот, этот гидрокостюм как смеялся мой тренер, я, наверное, поставила рекорд по одеванию гидрокостюма. Я одела его за 2 минуты, просто влетев в него, как будто я была намазана чем-то таким. Прибежала на заплыв, успела на заплыв. Соперницы уже очень обрадовались, потому что я сидела с одышкой, потому что я бегала по бассейну туда-сюда. Они думали, что ну, все, вечером в финале меня не будет, можно немножко расслабиться, но я в финал попала вторая благодаря вот такой экстремальной ситуации. Расскажите нам о Паралимпийских играх. Это то событие, которое не забывает, наверное, ни один спортсмен и ни один житель той страны, в которой это проходит. И я сама очень горда, что у нас впервые проходить Паралимпийские игры, потому что в 80-м году наше правительство отказалось от проведения Паралимпиад, так как инвалидов на тот период в России не было, в СССР не было. Паралимпиада такое, как Олимпиада, это, в принципе, необычное мероприятие, куча эмоций, все на позитиве всегда ходят, потому что там, даже если сравнивать чемпионат мира и Олимпиаду, это всегда разные мероприятия. А как проходит отбор спортсменов? Отбор спортсменов проходит в несколько этапов. Чтобы спортсмен попал в олимпийскую или в паралимпийскую сборную, сначала ему нужно выступить на чемпионате России. Сначала ему надо выступить сначала в регионе, конечно же, проплыть там по какому-то нормативу, потом его отберут на чемпионат России. На чемпионате России он должен показать достаточно хороший результат, чтобы попасть в сборную. После чего
уже в паралимпийском движении спортсмен едет на международный старт, и он должен там пройти классификацию по своему заболеванию. Потому что паралимпийцы — это не только зрение, это еще и опорники, и еще ребята с нарушением интеллекта. И чтобы плавать в паралимпийском движении, надо обязательно пройти классификацию. Плавать, бегать — это ко всем видам спорта относится. Чтобы доказать, что ты на самом деле никого не обманываешь, потому что был такой случай в 2004, по-моему, году на Олимпиаде, чуть позже расскажу о нем. Вот они проходят классификацию, и только после того, как им дают классификацию ребятам, он может выехать на какие-то международные соревнования. Если на международных соревнованиях он выступает достаточно хорошо, то его статус сборной, как спортсмен уже сборной, закрепляется. Какие виды спорта входят в Паралимпийские игры? Зимние паралимпийские всего входят в 5 видов спорта, в летние намного больше, и самые медалеемкие у нас в летнем — это легкая атлетика и плавание. Это 2 вида, за счет которых наша страна в 2012 году на Паралимпиаде в Лондоне вырвалась на 2-е место, благодаря вот этим вот 2 видам. А сейчас в зимнем мы будем представлять, наши ребята, и многие уфимские, и многие башкирские, будут представлять у нас лыжи, биатлон, горные лыжи, слэш-хоккей и керлинг на льду. Я знаю, что вы не коренная уфимка. Так почему вы приехали сюда? И как попали в Уфу? Я родилась на Камчатке, самая восточная часть нашей страны, в городе Петропавловске-Камчатском, и прожила там до 16 лет, то есть я закончила там школу. Вы теперь известный человек, вас приглашают к себе на родину. В Камчатке хотите продолжать жить? На Камчатке нет, я жить не хочу, я туда летала, посещала как бы друзей своих старых, и я уже как-то к Уфе отношусь как к дому родному, и поэтому, прилетев туда, я как уже такая, как будто на экскурсию приехала, хотя я, в принципе, там все знаю, как там все дворы, все дома, все улицы, но уже все-таки как на экскурсию. В Уфу переехала я тренироваться к тренеру. Мы очень долго с ним договаривались о том, чтобы я переехала в Уфу. Он хотел меня забрать еще после 9 класса, это в возрасте 12-13 лет тоже вот сразу. Но так получилось, что все-таки я закончила школу. Моя мама настояла, чтобы я закончила школу на Камчатке, и уже потом переехала вот сюда, в Уфу, поступила здесь в нефтяной университет, потом поступила в педагогический и стала тренироваться, стала плавать и выступать за Республику Башкортостан. Вот я проживаю здесь уже на протяжении 7,5 лет фактически, мне все очень нравится, и я Башкирию люблю. Когда вы получили первую медаль? Моя самая-самая первая медаль была получена совсем самая первая, совсем в детском возрасте. То есть, когда я вот начала соревноваться, это было лет в 6-7, наверное. У меня у родителей даже есть где-то фотографии, где я прыгнула, поплыла, меня остановили, я вылезла в панике, потом опять прыгнула, опять поплыла. Тогда я получила свою совсем первую медаль. Ну а серьезная первая медаль, которая мне очень дорогая, она у меня самая дорогая из всех медалей, это мое первое золото взрослого чемпионата мира. Я в первый раз выезжала в составе взрослой уже сборной, и это был чемпионат мира в Африке, и тогда я заняла 4 вторых места, и вот она у меня одна единственная золотая медаль на тот момент. Была такая серьезная прям борьба, я очень много плакала на тех соревнованиях, очень много эмоций было. И вот опять же подошел Игорь Львович, который вот всегда помогает мне, как-то настраивает меня, и сказал: ну давай, последняя дистанция, постарайся и выиграй свой первый чемпионат мира в составе сборной, и докажи всем, что не зря тебя взяли в сборную. И вот я выиграла эту дистанцию. Давай ты сначала. У меня вопрос такой: а какие чувства вы испытывали, когда получили первую золотую медаль? Ой, чувств было много. Я единственный, наверное, спортсмен, который на пьедестале фактически ни разу не плакал. Потому что многие выплескивают свои эмоции и как-то плачут, но у меня вот от той первой медали эмоций не было, были только положительные эмоции. Я радовалась, улыбалась, ходила 3 дня, наверное. И то чувство, когда ты получаешь именно золотую медаль и олимпийскую медаль, осознание приходит только через несколько дней на самом деле. И вот эти эмоции уже потом ты понимаешь, что все, вот ты это смог, это все прошло, к чему ты готовился. А так, у меня в основном положительные всегда эмоции от получения медалей. Давай сначала ты. Сколько у вас золотых медалей?
Ой, если честно, я не считаю совсем все свои золотые медали, но олимпийских медалей у меня 8 штук. А чемпионаты мира, чемпионаты Европы, у меня их очень много. И после каждого чемпионата Европы, то есть я завоевываю медали, понимаю, что в дальнейшем будут опять соревнования, уже надо готовиться к следующим стартам. И поэтому я как-то их не считаю, вот не беру. Для того, чтобы не расслабляться, скажем так. А олимпийский огонь держали? Да, я бежала в Уфе 21 декабря с олимпийским огнем. Факел купила. Факел у меня стоит дома сейчас тоже на почетном месте. Сколько вы установили мировых рекордов? Если честно, я не считала, но если взять за последнюю Олимпиаду, я установила 4 мировых рекорда за последнюю Олимпиаду. Вас наградили орденом Салавата Юлаева. Вы гордитесь? Да, конечно, я горжусь. У меня помимо ордена Салавата Юлаева от Республики Башкортостан еще орден Дружбы. И 2 российских еще ордена. У вас была звездная болезнь? И такое тоже бывало. Я даже могу сказать год. Это было первый раз и последний, когда вот такой приступ был звездной болезни. После Пекина, когда я выиграла 3 золотые медали на Паралимпийских играх, я фактически перестала тренироваться, сбросив все на то, что я и так самая классная и самая быстрая во всем мире. И зачем мне тренироваться, если я приеду и так всех обгоню? Пошел 2009 год, и наступили соревнования другие. Это был чемпионат Европы. И на этом чемпионате Европы я проиграла не все дистанции, нет, я выиграла 1 дистанцию, но это было уже потом, после разговора с Игорем Львовичем, с тренером с моим. Я проиграла все дистанции, и после этого вот у нас с ним состоялся разговор, в котором мы очень долго разговаривали, 2-3 часа, наверное, разговаривали, в котором я поняла для себя, что да, на самом деле вот у меня вот был вот этот приступ звездной болезни, и как-то вот резко я постаралась от него избавиться и поняла, что я не всегда буду самой лучшей. И сегодня я выиграла, а завтра придет кто-нибудь молодой, кто-нибудь сильный, кто-нибудь такой же амбициозный, как я когда-то была в юности. И просто меня обгонит. И я поняла, что звездная болезнь, она вообще ни к чему. Надо быть проще, надо ко всему относиться проще и быть обычным человеком. Оксана, скажите, Игорь Тверяков строгий тренер? Иногда бывает очень строгий, но в основном он добрый и такой отзывчивый, и у нас с ним такие теплые отношения, как вот отец и дочь. Потому что в раннем возрасте как-то мы с ним начали общаться, и после переезда в Уфу я долгое время жила у него в семье, и его дети, они мне как родные, тоже как брат и сестра, и жена его мне как, вторая такая семья у меня уфимская как бы появилась, и я не сказала бы, что он совсем строгий, но бывают моменты, да, когда он там кричит на тренировках, но со мной редко бывает такое. В основном он кричит на мальчиков у нас, потому что я, наверное, как-то понятливее отношусь к тренировкам и стараюсь выполнять все, что он говорит. У вас тяжелый характер? Тренер мой говорит, что у меня очень тяжелый характер. Я борец, скажем так, и я стараюсь всегда бороться до конца и всегда быть в лидирующих позициях. И когда я проигрываю, мне это очень не нравится, и я очень сильно психую, скажем так. И со мной, Игорь Львович говорит, что он единственный, наверное, тренер, который может со мной справляться, потому что, когда мы едем куда-нибудь на сборы, он не раз мне говорил, что к нему подходят другие люди, там, из других тренерских составов, и спрашивают, как ты вообще с ней справляешься, он говорит, спокойно. Нужна ли психологическая подготовка пловца? Психологическая подготовка нужна любому спортсмену, но не все ими пользуются именно психологией. Я один из тех спортсменов, который не пользуется психологом. У нас есть сборный психолог, у нас многие ребята к нему обращаются, он поддерживает ребят, он готовит их на старт, но я как-то вот не люблю, я люблю настраиваться сама, и, как я уже говорила, у меня есть такие люди, это как мой тренер, как моя мама, которые, поговорив с ними, я настрою себя лучше, чем с каким-нибудь психологом. А у вас перед заплывом есть какой-нибудь ритуал, который вы используете? Ритуалы есть у многих спортсменов, но да, у меня есть тоже свой ритуал. Я участвую в нем не одна, в нем участвует мой тренер, массажист и врач. Мы стоим и обнимаемся. Несколько минут до старта на нас,
Ну, раньше на нас смотрели как на ненормальных, скажем так, но потом постепенно, посмотрев на меня, что я все-таки выигрываю, и, наверное, это мне помогает, многие подумают, ну, это помогает, конечно, заряжает энергией. Многие мои соперники стали делать, ну, что-то подобное со своим там тренером и так далее. А вот в США очень много школ, и во всех есть бассейн. По статистике у нас, если брать республику, у нас один 50-метровый бассейн на Уфу приходится, ну, один 50-метровый на 1 миллион человек получается. Там, если взять такой же город американский, как у нас Уфа, с таким же количеством населения, там на таких 50-метровых бассейнах, ну, к примеру, как «Нефтяник», будет штук 40 или от 40 до 60 штук. Но не будем забывать о том, что в Америке очень развита клубовая система. И этот клуб приносит какие-то свои доходы, организует сам соревнования. Дети клуба выезжают к другим клубам на другие соревнования. У нас вот в России нету этой системы, и, возможно, поэтому у нас некоторый спорт немножко не так развивается. А как скоро в Уфе будет бассейн европейского класса? Сейчас делается все, ну, с моей стороны, чтобы в Уфе такой бассейн появился. 8 лет, которые я живу в Уфе, вот мы боремся с Игорем Львовичем за это. И сейчас у нас уже есть реальные шансы построить такой бассейн. У нас появилась территория своя. Бассейн не просто европейского класса, он будет мирового стандарта. Как депутат Госсобрания, скажите, как можно улучшить положение инвалидов в нашей стране? В отличие, даже если брать 2010 возьмем год, да, и сейчас положение постепенно улучшается, но хотелось бы, конечно, чтобы это происходило намного быстрее, но, к сожалению, не получается. Но как депутаты, и не только я, сейчас многие депутаты активно занимаются этим вопросом по поводу улучшения вот именно положения наших инвалидов, людей с ограниченными возможностями. И я со своей стороны стараюсь сделать все. Я стараюсь, чтобы дети сейчас вот посещали у нас спортивные секции. К сожалению, тоже не получается это сделать многим, потому что у нас недостаточно хорошо развита доступная среда. И поэтому посещение многих объектов на самом деле сейчас просто невозможно людям на тех же колясках. И, конечно же, в дальнейшем, вот даже если брать тот бассейн, который мы хотим строить, он будет полностью адаптирован от этой доступной среде. И любой ребенок на коляске, на самых сложных колясках, потому что их существует очень много разновидностей, слабослышащий, слабовидящий сможет туда беспрепятственно зайти и спокойно понимать и подниматься к воде, проходить в раздевалку, то есть там все будет адаптировано под всех. А сколько вы зарабатываете, если не секрет? Я достаточно зарабатываю, это секрет, не буду разглашать сумму. Мне хватает на жизнь. А если бы вам дали, например, представьте, если вам подарили бы $1 миллиард, что бы вы сначала купили? После бассейна? Я бы бассейн построила, молодец. После? Ой, после бассейна, остров, наверное, бы себе купила. Я ж мечтаю об острове. Но на самом деле я с полной уверенностью могу сказать, если бы у меня была такая сумма, я большую часть этой суммы вложила бы в спорт. Я бы построила еще бассейн, стадион, еще что-нибудь, и проплачивала бы каких-нибудь спортсменов. Лично что вы взяли? Больше после острова? Даже не знаю. Вот не знаю. Дадут Вы же мне говорите, такую хорошая сумму. фантазия у вас. Хорошая фантазия, но надо ж подумать, это ж деньги-то большие. А вы благотворительностью занимались? Да, я состою в фонде защиты животных, ВВФ, как так, я перечисляю туда деньги в определенные месяцы в какие-то, я стараюсь ездить по детским домам, то есть закупать им также всякие игрушки. У меня есть друзья, которые совсем занимаются благотворительностью, я тоже их поддерживаю, то есть они также для детских домов что-нибудь покупают, я обязательно договариваюсь опять же об игрушках, об одежде, выделяем сумму денег, без этого никуда. Детишкам надо помогать, и не только детям, детям и животным у меня такие две слабости. Пользуетесь своей популярностью? Нет.
Я не люблю пользоваться. У меня есть такие друзья, которые, когда куда-нибудь со мной идут, чуть ли не начинают кричать, что смотрите, это сидит Савченко, она чемпионка, и вообще фотографируйтесь все с ними. Я скромный человек, я прихожу спокойно, сажусь, и мне там говорят, вы Савченко? И я так, ну, я и так далее. Да. После Только ваших это. побед друзей стало больше? Друзей, у меня знакомых стало больше. Я все-таки разделяю всегда знакомых и друзей. Друзья у меня остались те же, и они на протяжении многих лет со мной, и на протяжении многих лет они не предают и всегда рядом в любой трудной ситуации. А знакомые, которые появляются после каждого какого-то крупного события, там, да, многие с корыстной целью, многие там, ну, просто хотят пообщаться. Они вот приходят и уходят. А друзья вот верные, ну, их на самом деле их по пальцам пересчитать. Давай. Часто ли к вам обращаются за помощью? Ну, сейчас почаще стали обращаться за помощью, и помощь в разных областях, так как я сейчас депутат, пытаюсь помогать всем, потому что не всегда в моих силах, ну, реально помочь людям. Очень сложные бывают ситуации, но стараюсь помогать часто, да. А вы зарегистрированы в соцсетях? Да, я зарегистрирована и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Твиттере имею аккаунт, и в Инстаграме. Но Контакт я в основном не посещаю, я сижу там очень-очень редко. Вот сейчас Инстаграм в основном. А вы зависимы от них? Нет, абсолютно нет. Я зависима от телефона, вот от своего, да, в том плане, что у меня очень много сейчас работы в нем. Это и почта электронная, и какие-то там документы надо пересылать. Но чтобы там без конца сидеть в соцсетях, я могу, вот если бы не надо было по работе, если бы он не нужен был по работе, я просто могу забыть и все. А вас добавить в друзья можно? Можно. Можно. А вы единственный ребенок в семье? Да, я единственный ребенок в семье. Ни братиков, ни сестренок, к сожалению, нет. А на кого вы больше похожи? На маму. Я очень похожа на маму, и все ее друзья старые, все ее там одногруппники старые, которые, увидев там меня по телевизору, позвонили ей и сказали, что я ее копия вообще в студенческие годы. Кто с вами чаще делал уроки, мама или папа? Мама в основном всегда делала уроки, но тоже конкретные какие-то уроки, потому что мама всегда сильна была в русском, там, в литературе. Папа все-таки был посильнее в точных науках. Бабушка иногда приезжала, тоже очень часто помогала, но уроки в основном всегда делала я сама. И уроки я как-то иногда делала, просто сказав родителям, что да, я сделала уроки и убежала гулять, и все. На самом деле ничего не было сделано, я прибегала в школу, там переписывала у кого-нибудь, списывала быстренько, и все. Кто вас больше ругал, мама или папа? Мама больше ругала, но если папа всегда был добрым, но если папа выходил из себя, скажем так, ну совсем я его выводила, то папа ругал очень сильно. Это было редко, и я вспомню, наверное, ну пару раз, может быть, было. Ваши родители в разводе и живут в разных частях как бы страны. Как вы тяжело приняли развод? Нет, развод как-то я вообще легко пережила родителей, потому что даже уже в том своем маленьком возрасте я понимала, что, ну, если мама не хочет там жить с папой, ну, зачем их заставлять как-то, и они от меня никуда не денутся, они также меня любят, также я с ними общаюсь, и они мои родители, и от этого, ну, с ними ничего такого не произошло. Ну, просто люди не могут больше жить вместе, бывает и такое. А когда вам плохо, кому вы в первую очередь звоните? Ну, маме, конечно же. То есть все проблемы, все какие-то... Что-то когда-то происходит в моей жизни, такое там ужасное, и я обязательно звоню маме, она меня поддерживает всегда. И даже мои первые Олимпийские игры, когда было очень тяжело, таким хорошим психологом выступила именно мама. И благодаря ей тоже я, возможно, стала паралимпийской чемпионкой. Ваши родители всегда присутствовали на соревнованиях? Мои родители вообще никогда не присутствовали на соревнованиях. Это тоже наша такая семейная традиция. Они не ездят на мои старты, у нас с ними договор, потому что для некоторых спортсменов это какая-то поддержка. Для меня это очень большая ответственность. То есть когда мои родители, если они будут присутствовать на трибуне, я буду себя чувствовать не очень комфортно. И у нас такой как бы договор, если родители просто хотят там слетать, да, в эту страну, посетить ее, ну, в плане даже не соревнований, я отправляю их потом в эту страну, и они едут туда и посещают эту страну. Но на моих соревнованиях ни на одной Олимпиаде, ни на одном чемпионате мира они никогда не присутствовали.
Как женщины, вы обрели свое счастье? Вы нашли спутника жизни? Пока еще нет. Я не сказала бы, что я совсем в поисках, но я на данный момент одинока и особо никого не ищу. Но если появится такой молодой человек, то, я думаю, в дальнейшем мы будем как-то строить с ним свою личную жизнь. А вы Давай. Давай. Давай ты. А почему мужчины любят больше брюнеток, чем блондинок? Кому как. И у меня все знакомые, наоборот, любят больше блондинок, чем брюнеток. Я не знаю, на вкус и цвет. Какой вам тип мужчины больше нравится? Я из тех людей, я из тех девушек, которые любят высоких брюнетов. А у вас была первая любовь? Конечно, и как у всех, у меня была первая любовь. Это было, не скажу в каком возрасте, но это было рано, наверное. И мы были в лагере в спортивном, убегали по ночам гулять по пляжу. Ну, такая прям первая любовь совсем. Что должен уметь настоящий мужчина? Ой, настоящий мужчина много что должен на самом деле уметь. У меня есть такой очень-очень хороший друг. Вот он умеет, наверное, все, и он такой идеал, скажем так, мужчин, когда мои другие подруги, не знающие его, видят его, они вот видят в нем идеал. Но он на самом деле очень хороший мужчина, он всегда, когда мы там вместе там куда что-нибудь делаем, там ходим в кино или там ходим за покупками в магазин, он всегда мне помогает, всегда там открывает двери, ну, такой галантный кавалер, скажем так. А вы самых 3 лучших Качество. качества сможете сказать нам? Ну, таких 2 качества, которые очень редко соединяются, это юмор и ум, и уступчивость, наверное. Вот таких 3 основных качества. Ясно, спасибо. Как вы думаете, женщины должны уметь готовить? Сейчас такое время у нас, на самом деле, когда я умею готовить, но дома я фактически не ем. Я, может быть, раз в месяц себе что-нибудь готовлю. У меня есть такая возможность просто не готовить дома, кушать всегда в ресторанах, там, в кафе в каких-нибудь, потому что, есть у меня такая возможность, и я не трачу на приготовление пищи там какое-то время, но я люблю готовить. То есть мне нравится сам этот процесс, я люблю там разделывать мясо, там, как-то его там мариновать, еще что-то. Но на это уходит очень много времени, и это происходит в основном по выходным. Не ответила на сам вопрос-то. Женщина, как бы, все-таки, я думаю, должна уметь готовить. Но мужчина тоже должен уметь готовить, и мужчины готовят, кстати, неплохо, иногда даже лучше, чем женщины. А вы курите, и как вы относитесь к курению? Я не курю, к курению отношусь не очень хорошо, но я считаю, что каждый человек — это индивидуальность, и он должен заниматься тем, что он хочет. И если он хочет курить, он будет курить. Если он хочет бросить, он обязательно бросит. А сами курили? Пробовала, но мне не понравилось. У вас есть домашний питомец? Да, у меня есть кошка породы сфинкс, зовут ее Марфа. Она живет у меня уже 5 лет. А не хотите завести собаку? Очень хочу завести собаку, но пока даже не жилищные условия. Мне с кошкой-то тяжело справляться, потому что я постоянно в разъездах, и у меня кошка, очень многие друзья тоже такие считают ее фактически своей, потому что они с ней сидят, они с ней там находятся, когда меня нету. Если я заведу собаку, мои друзья просто будут очень сильно ругаться на меня, потому что им придется с ней гулять, с ней сидеть и так далее. Есть то, чего вы боитесь? Я боюсь пауков безумно. И многие друзья тоже об этом знают, и они даже иногда так шутили надо мной, не очень весело для меня, делая там и ловя всяких вот этих вот ужастиков. А если вы посмотрите фильм ужасов про пауков, вы испугаетесь? Это не то. Все-таки я вживую как-то больше боюсь. А вы часто плачете? Это очень редкое явление вообще, когда я плачу, и только 2 там близких человека, опять же, из друзей, видели меня, как я плачу. И один раз, да, было вот совсем такие вот искренние слезы счастья, скажем так, ни горя, ничего, когда мой очень-очень хороший друг, я к нему как к брату отношусь, он выиграл также на Паралимпийских играх свою первую золотую медаль. Вот я тогда плакала от счастья, и за него была рада, и за тренера была рада, и долго очень не могла остановиться. Вот такие прям искренние слезы счастья. Чего вы боитесь больше всего потерять?
Родителей, наверное. Маму. Вот это самый близкий человек, который у меня есть. И, если честно, ну, как бы, если подумать, да, о таком плохом, что когда-нибудь там я ее потеряю, ну, вот не могу об этом думать. Это такой очень тяжелый вообще случай. А вы часто фантазируете? Ой, фантазия у меня вообще хорошая. Фантазирую я часто, и такая моя, наверное, хорошая черта, которую я в себе люблю. Я такой мечтатель, я люблю мечтать, и все мои мечты, которые я задумываю, и они в основном всегда воплощаются в жизнь. А какая у вас самая сокровенная мечта? Я потом уже после детского возраста, когда я мечтала быть директором банка, я придумала себе мечту купить остров в теплой какой-нибудь такой вот стране. И я надеюсь, что когда я буду бабушкой, у меня будет этот остров, я буду на нем лежать, там пить какой-нибудь коктейльчик из кокоса и отдыхать на этом острове. А вы что-нибудь делаете, чтобы исполнить эту мечту? Ну, конечно, я стараюсь, усердно работаю. Сейчас вот спорт моя такая основная финансовая составляющая. Но спорт это не вечно. Чтобы заниматься, нужна такая серьезная другая работа. Я попробовала себя в политике, и сейчас я как депутат, я работаю абсолютно бесплатно, то есть на общественных началах, но я думаю, в дальнейшем можно попробовать политику сделать и основной работой. Вам приятно, когда вам дарят цветы? Ой, мне очень много дарят цветов, да, я очень люблю цветы, и многие мои такие уже, кто меня очень хорошо знает, там, и поклонники, скажем так, которые мне дарят, уже и знают и мои любимые цветы. А любимые какие-то? Я очень люблю, не скажу, как сорт называется, но такие как бы кустовые розочки, на розочки они похожи. Они такие совсем маленькие, и их много на одной веточке. Еще вопросы? Оксана, какого цвета счастье? Для меня, наверное, зеленого, потому что у меня зеленый цвет как-то ассоциируется с летом, с вот этой всей листвой, когда все такое совсем уже во всех красках таких красивых, зеленых. Зеленая пальма, желтый песок, голубая вода. Оксана, огромное спасибо, что вы к нам пришли. Я получила от нашей беседы огромное удовольствие, получила много новых информаций. Желаю вам достижений больших. Спасибо, что искренне ответили на все наши вопросы, чтобы у вас было еще больше успехов, чтобы вы купили себе остров и оставаясь такой же добрый и веселый. Хочу вам тоже сказать спасибо за то, что я провела вот это время с вами. Мне было очень приятно. Я как спортсмен желаю всем всегда крепчайшего здоровья, не болейте, занимайтесь тем, что вы любите, уговаривайте родителей, чтобы они вам помогали заниматься тем, что вы любите, и оставайтесь всегда хорошими, позитивными и никогда ни на кого не злитесь. Все, спасибо, всего доброго. До До свидания. свидания. Детям намного сложнее отвечать, потому что их вопросы всегда такие, интересующие их, все там про личную жизнь и так далее. Ну, задали фактически все вопросы, как всегда. Главное всегда ответить так, чтобы в будущем они как-то не перевели это все на худшее и не воспользовались этим, наоборот, в обратную сторону. Беседа с Оксаной мне очень понравилась. Я получила огромное удовольствие. В своем портрете я изобразила яркий фон, так как она сама очень яркая личность. Я буду брать пример, потому что я тоже занимаюсь плаванием. Оксана тот человек, который всегда добивается своего. Она сильная, целеустремленная личность. Она может всего добиться, много любит мечтать. И я ее нарисовал как русалку. Она в воде с хвостом зеленым, и она также в зеленой одежде, потому что она сказала, что любит зеленую одежду, зеленый цвет. Мне понравился очень портрет Айдара Валиахметова с русалочкой. Он пририсовал мне хвост, тем самым сказав, что вот я большую часть своей жизни, наверное, нахожусь в воде и являюсь своего рода такой русалкой, которая плавает. Оригинальная идея, и самая оригинальная я вот выделила поэтому этот портрет.